Приветствуем вас, гости канала Культурного центра Рухордо имени Чингиза Айтматова. Меня зовут Елизавета, и я являюсь гидом 2017 года. Сегодня в рамках рубрики «Полезно, интересно и коротко» я расскажу вам о некоторых руководителях кыргызского народа. Говоря о руководителях, конечно же, стоит начать рассказ с имени Барсбека. Это первое кыргызское имя, известное истории. В шестых-восьмых веках нашей эры кыргызское княжество превратилось в мощное государственное объединение. В начале восьмого века кыргызами правил талантливый правитель Барсбек. В это время кыргызский каганат достиг стадии своего рассвета и вел активную борьбу за гегемонию в Центральной Азии. Кыргызы во главе с Барсбеком вели коалицию против второго тюркского каганата. Кыргызский каган Барсбек Иначу Алп Бельге, именно так звучит его полное имя, вел активную внешнюю политику. В 707, 709 и 711 годах кыргызские посольства посетили китайский двор. В это время послы Барсбека Эрену Улук-Езгине были направлены в Тибет и тюргесский каганат. Следующее имя, известное истории, это имя Тагайбия. В 1508 году на Иссык-Куле в местности Барскаун перед всеми кыргызскими племенами Тагайби был поднят на белой кошме как руководитель кыргызского народа. Его официально звали кыргызским улусом. Во времена его правления были введены жесткие правила управления и формирования кыргызских войск, главная задача которых состояла в формировании условий для создания самостоятельной кыргызской государственности. Он боролся за свободу и кыргызские земли, смог объединить вокруг себя всех кыргызов, консолидировав их на общие цели на основе единства, предотвратив разобщенность. Именно во времена правления Тагайбия были окончательно сформированы этнополитические объединения Онканат, Солканат и Ичкилик. Данный период истории характеризуется ростом национального сознания кыргызского народа и повышением уровня ответственности за судьбу земли. Появилось стремление брать управление своей судьбой в свои руки, отделившись от монгольских завоевателей. Ормон-хан, Тайлак-Баатыр, Курманджан-Датка, Шабдан-Баатыр и Булат-хан – все эти имена хорошо известны кыргызстанцам. Путь к независимости государства был тяжелым. Ни одно поколение вело войну, чтобы мы с вами могли вот так сидеть в телефоне и смотреть видео. И руководители, чьи имена теплом и гордостью отзываются в наших сердцах, продолжают вдохновлять людей до сих пор. Кто-то из них был воином, другой руководителем или же полководцем, но всех их объединяет одно – борьба за единство и независимость народа, великодушие и храбрость, гибкий ум и дальновидность. А кого из кыргызских руководителей знаете вы? О ком из них хотели бы узнать больше? Обязательно пишите в комментариях, и мы с радостью расскажем вам и вашим близким.